Вместо взгляда в глаза только звуки голоса, часовые пояса, взлетные полосы. Друг к другу тянутся сердца, как два разных полюса. Даже сиамским близнецам легче быть порознь. Вместо взгляда в глаза только звуки голоса, часовые пояса, взлетные полосы. Друг к другу тянутся сердца, как два разных полюса. Даже сиамским близнецам. И пока он на гастролях строил из себя рок-героя, его жена снималась в главной роли в фильме, где ее трое пороли. Она стонала страстно, глотала, имитировала оргазмы, а он в это время тряс на сцене шевелюрой грязной. И пока я между дублями поправляли на сиськах грим, она просила, чтобы ей дали сотовый, и ворковала с ним. И как бы злые языки эту пару не поносили, это была невиданной силы любовь. Это было красиво, они говорили друг другу удивительно нежные вещи. Казалось, нет на планете более любящих мужчины и женщины. Он посвящал ей песни, стихами писал смс-ки, слова разделяя точками вместо пробелов, чтоб больше влезло. И мобила с отключенным звуком в сумочке глухо жужжала, пока абонент на съемочной площадке давала жару, послушно выполняя все задания режиссера Бориса. Да, это был прекрасный союз, певец и актриса. Вместо взгляда в глаза только звуки голоса, часовые пояса, взлетные полосы. Друг к другу тянутся сердца, как два разных полюса. Даже сиамским близнецам легче быть порознь. Вместо взгляда в глаза только звуки голоса, часовые пояса, взлетные полосы. Друг к другу тянутся сердца, как два разных полюса. Даже сиамским близнецам. На визжащих девицу сцены ему было плевать совершенно. Он не таскал фанаток бэкстейдж, в этом плане он был феноменом. Парня просто тошнило от одного слова измена. А реально, тысячи телок мечтали добраться до его члена, и одной из них удалось. В ту ночь ему плохо спалось, на утро он себя ненавидел и не знал, как унять эту злость. Ходил кругами по номеру, за голову хватался, потом набрался смелости, позвонил и во всем сознался. Она взяла трубку раз на шестой, ну вы понимаете, о чем я. Он сначала сбивчиво говорил о чем-то отвлеченном, она сказала, что очень скучает. Он ответил, что тоже, и тут же выпалил все как на духу, с глазами закрытыми лежа, пальцами свободной руки вцепившись в одеяло нервно. Он повторял: это первый и последний раз, ты же знаешь, я верный.
А на том конце провода рыдания, всхлипы, макияж испорченный и прочие проблемы этого типа. Вместо взгляда в глаза только звуки голоса, часовые пояса, взлетные полосы, друг к другу тянутся сердца, как по разных полюсах, даже сиамским близнецам легче быть порознь. Вместо взгляда в глаза только звуки голоса, часовые пояса, взлетные полосы, друг к другу тянутся сердца, как по разных полюсах, даже сиамским близнецам. Шекспир был неправ, Ромео и Джульетта не самая печальная повесть. Вы бы знали, как нашего героя мучила совесть. Он нашел гостиничный Wi-Fi и долго смотрел на ноутбуке трейлеры самых жестких фильмов с участием супруги. Болезненный взгляд сверлил монитор, а в горле комок. Он пытался найти себе оправдание, но так и не смог. И вроде бы все ясно. При такой-то, извините, профессии она могла бы ему все простить играючи, легко и весело. Но эти выводы оставим в желтой прессе, ведь дело в другом. Он заранее знал про все эти xxx.com. Прекрасно понимал, на что идет, когда судьбу с ней связывал. Но так уж вышло, что чувства оказались сильнее разума. Он принял ее такой, как есть, так же, как и она его, без попыток перекроить друг друга самую суть и естество. Так что с ней такое могло, а с ним не могло случиться. Ведь он не актер, а она не певица. Вместо взгляда в глаза только звуки голоса, часовые пояса, взлетные полосы, друг к другу тянутся сердца, как по разных полюсах, даже сиамским близнецам легче быть порознь. Вместо взгляда в глаза только звуки голоса, часовые пояса, взлетные полосы, друг к другу тянутся сердца, как по разных полюсах, даже сиамским близнецам. Да. Все, экшен. Айо, это мистер Макинтош. Play hard music. Трек для каждого гопника с ягуаром, также для каждого рэпера-школьника с левым базаром. Йоу. Первый аргумент в спорах, чтобы зарамсить с быдлом. Не хватает слова, прояви силу. Он тебя задел очень, награди рыбой. Твоя кисть окунь, а ладонь спиннинг. Мальчик грозен в треках, в жизни очень тихий, скромный перец. Косяки российских недорэперов идут на нерест. Сегодня будет рыбный вечер, если кто не слышал. Твой любимый шахматист — это Бобби Фишер. Никто не видел, как ты получил лещей на вписке. Щеки покраснели от незнакомой чьей-то кисти. Ты нахамил кассиру, в лицо летит ботинок. Хотел пойти за пивом, пришел на рыбный рынок. Целительная сила против самых-самых лютых. Мы тебе заплатим, парень, у нас своя валюта. Гарри, круто будет жесть, слово вокруг, там черепов треск. Вновь держу подъебенка с голыми руками. В этом водоеме типа есть клёв. Мы ходим с удочками, чтобы побеждать в спорах. Я одним движением пошлю тебя назад в прорубь. Если ты качок, официанты не плюют в кофе. Если ты торчок, на твои руки не клюют щеки. Доктор Лет — это лекарь без микстуры. Выписан рецепт недорэперам на процедуре. Доктор Лет — быстрее, чем скорый поезд. Вам для излечения не нужен страховой полис. Остерегайтесь подделок, братцы, кто-то работает мимо кассы. Доктор стопудово добрый парень, не тот, кому надо пойти подраться. Если кто-то гнет пальцы, надо пару порций пацам. Бам, перепонки снова полопались в этом очень и очень опасном танце. Ты был обычный мальчик, но стал познать на старших. Добыл за вечер рыбы больше скандинавской баржи. Ты опять делаешь покер-фейс, ведь появился тут доктор Эль. При виде рыболовной сети мачо спокойным становится как спаниель. Если ты напился в баре, кого-то сверлишь взглядом, значит в этот вечер будут хордовые где-то рядом. Ты, пацан, не парься, просто зря бухал столько. Если чьи-то сальные пальцы с лету прилетят в щеку. Четкий след остался на фейсе, ярко-красным тоном. Помнишь, как мелькают эти дети Посейдона? Ты улыбнулся, ведь на небе ни одной тучи. Доктор Эль сказал, что дураков только боль учит.